В Национальной галерее республики до середины ноября можно посмотреть выставку директора детской художественной школы Воркуты, заслуженного работника культуры России, депутата Госсовета Коми Сергея Гагаузова. В экспозиции графические и фотоработы самого автора и его талантливых учеников, которые достойно представляют республику на международном уровне. Их картины находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, музеях искусств Берлина, Вашингтона, Токио, Нью-Йорка. В Сыктывкаре с Сергеем Гагаузовым встретилась наша коллега Елена Красильникова. Художник говорил об учениках, культуре в Воркуте и о своей работе депутата Государственного совета Коми. Смотрим. Сергей Владимирович, это ваша вторая персональная выставка в стенах Национальной галереи. Здесь еще работы ваших учеников. Но вот ваша работа и работа учеников, они перемешаны, они дополняют друг друга. Это такая изначально была задумка? Ну, собственно, это уже даже и не выставка персональная, это целый проект, потому что смысл его как раз в этом, что ученик дополняет учителя, и учитель растворяется в ученике, потому что если показать нас отдельно, то не получается диалога. А я всегда выступал за диалог с учениками. Сергей Гагаузов, директор детской художественной школы Воркуты, заслуженный работник России и Республики Коми, член нескольких творческих союзов, официальный представитель Национального дельфийского совета России в Коми, международный эксперт в области детского искусства ICAF в России, дважды лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования» в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств», серебряный призер первых всемирных дельфийских игр в номинации «Художественная фотография», председатель Общественного совета Воркуты, депутат Государственного совета Республики Коми. Пабло Пикассо, он всегда рассуждал о том, что детское творчество, оно выразительное. И эта выразительность, она интуитивная на уровне генов. Особенно эта выразительность характерна для людей творческих и для профессиональных детей. И поэтому он всегда говорил, профессиональных детей? Профессиональных детей. Это потому как что, понять? Потому что маленький ребенок, который приходит, например, ко мне в школу с 5-6 лет, в 8 он уже профессионал. Вот эта картина, по словам Сергея Гагаузова, прекрасно смотрелась бы в Лувре или Русском музее. Это могла быть работа не ребенка 8 лет, а зрелого художника 88 лет. Это очень серьезная работа, несмотря на то, что она сделана вот пастелью, вроде бы так мягко, непосредственно. Это Воркута в воображении ребенка. Дым не ровно, дым по ветру. Вот эти дороги, которые идут, это тоже ритм интересный. Вы больше кто? Вот больше времени на что тратите? На преподавание или на свою работу как художника? Конечно же, у меня есть уроки. Вещь обязательная, которую нужно отвести. Уроки – это когда учишь детей. Но за урок ты ребенка не научишь. Мы часто участвуем в конкурсах. Это значит после урока. И мы часто до 10 вечера, до 11 бывает. Когда это какие-нибудь у нас там дельфийские игры, это бывает до 12 ночи, это суббота-воскресенье. Это подготовка к серьезному художественному творческому мероприятию. Но вот работая с этим, вот я когда начинал в школе, я подумал, что это вообще будет для меня невозможно. У меня я подумал, у меня просто заберут мое время, личное мое время, которое мне нужно на мою личную живопись, на фотографии. И поэтому мне пришлось каким-то образом даже перестраивать и свой ритм, и свою работу. И я понял, что я должен это как-то соединять. Соединилось? Соединилось. Но с трудом. Я бы не сказал, что с трудом, просто я на это потратил некое время. Мне нужно было понять, мне нужно было выстраивать диалог вот со своими ребятами. У меня ребята очень такие свободные в высказываниях. Они могут со мной там немножко так поспорить, сказать свою точку зрения. Я в них это культивирую. Почему? Потому что мне важно, чтобы они уже были художниками, личностями. Они должны понимать, что вот то, что они делают, это уже профессионально. Дальше мы заговорили о мастер-классах Сергея Гагаузова в Америке. Он официальный представитель и международный эксперт Фонда детского искусства «Вашингтон» в России. Ты можешь там долго рассказать, какой ты раз хороший, пока они не увидят, что ты делаешь, разговора об этом не будет. То есть это ни о чем. А вот когда они увидят, у них же нет там, допустим, имя, отчества, они называют просто имя Сергей. Ты приходишь к ним, ты просто Сергей. Вот так, Сергей пришел. Но ты можешь уйти от них и будут, Сергей ушел. Или опять же, Сергей пришел, Сергей ушел. Вот. Поэтому им важно, чтобы они, когда ты к ним приходишь, они видели, что ты что-то можешь. Так мы перешли во второй зал, где выставлены фотографии Сергея Гагаузова, пейзажи, портреты людей и животных из разных частей света. Япония, Исландия, Папуа-Новая Гвинея и, конечно, родная Воркута. Сколько вы в Воркуте живете? Уже 26 лет. Вот. Но когда я приехал, я в Воркуте сам не был. Я вообще не понимал, я собирался уезжать обратно. Я вообще не понимал, какой... На юг? На юг, откуда я приехал. Потому что я в Воркуту из Анапы приехал. Поэтому я женился по большой любви.
И, как я говорю... И попали. И попал. Все говорят, они были как жены декабристов, а я муж декабристский. Я приехал в Воркуту, узнал, что там темные ночи, там нечем дышать, все ходят в черном. Я не понимаю, зачем я приехал. Я собирался уезжать. Но побыл в Воркуте, потому что, вот, может быть, именно из-за того, что все ходят в черном, потому что холодно, из-за мороза, из-за кислородного голодания, люди там не черствеют, они другие, они более прямые. И ты можешь сказать, там, задать вопрос, получить прямой ответ. Никто не будет с тобой разговаривать, там, имея там, камень за пазухой. То есть, ну, просто вообще совершенно другие люди. И это настолько покорило, что есть где-то место, потому и называем мы столицей мира Воркуту. Большой путешественник Сергей Гагаузов добрался и до острова Калимантан в Южно-Восточной Азии. Там появились вот эти фотопортреты орангутанов. Я там спрятался в кустах, бегал, прыгал. И вот это его взгляд, когда уже он в меня бросил стволом дерева. Вот так он мне улыбнулся. Это осталось на память. У него такая лапа. А как вы так успели его зафиксировать? Да как успел? Да от страха. Я давил и давил, давил и давил. Я снял примерно 300 кадров. Один из них попал вот на такой вот лукавый взгляд. Я смотрю ваши работы, и у меня вопрос. Да. Вот вы пошли все-таки в депутаты, в политику. А зачем вам это надо? Во-первых, для лоббирования вопросов культуры и искусства, потому что я считаю, что они лоббируются недостаточно. Во-вторых, потому что все-таки сегодня вот это участие в этом депутатском корпусе, это все-таки законодательная часть нашей жизни, это все-таки то, что может в итоге привести к каким-то либо перспективам, либо к стагнации. Я хотел попробовать, я пробую, получится ли у меня изменить что-то в лучшую сторону в тех областях, в которых работаю я, в которых живет республика, в которых, главное, живет мой город. Мне хочется надеяться сегодня, в начале вот этого этапа какой-то новой жизни, что ну, я что-то смогу сделать, по крайней мере, так я думаю. Ну, время покажет.